Здравствуйте, земляки, здравствуйте, уважаемые зрители. Что хотелось бы сказать? Уже несколько дней идут Дни культуры муниципального образования городской округ Ухта в Сыктывкаре, посвященные 90-летию республики. И мы попытались за эти дни показать именно многогранность, показать именно вот широкопрофильность того, чем является на сегодняшний момент Ухта. Мы попытались показать и чем она есть сейчас, и все-таки немножко рассказать об истории города, о великой истории. Ведь ни для кого не секрет, что Ухта – это, в общем-то, родина первой нефти России, и в 1753 году Федор Придунов открыл месторождение и поставил самый обычный, примитивный на то время перерабатывающий завод, но именно он подарил нашей стране такое полезное ископаемое, как нефть. И это действительно так. В то время еще не было Ухты, но это было на территории Ухты. Ну и кроме того, безусловно, хотелось бы раскрыть и другое понятие. Это понятие Ухту называют жемчужиной Севера. А жемчужиной ее называют недаром, потому что именно из-за своего расположения она располагается в центре республики, как та жемчужина лежит в центре, в раковине. Это промышленный центр, это индустриальный центр. Ну и, безусловно, Ухта – это многонациональный город, и наряду с основным коми-языком у нас звучат языки всех национальностей, и это мы тоже хотели показать своими днями культуры, которые проходят здесь. Я надеюсь, это вы увидите и в сегодняшнем нашем концерте. Ну и, безусловно, конечно, хотелось бы сказать слова огромной благодарности руководству республики, Государственному совету республики за предоставленную возможность нам раскрыть все-таки все наши возможности вот на таких замечательных площадках. Спасибо. На месте, где стыли веками снега, Ухта нефтяная ликует, фонтанами нефти седая тайга героям своим салютует. И пусть черным золотом нефть здесь зовут, а где-то словами иными, но руки всех тех, что ее достают, по праву зовут золотыми. Настанет день с журавлиной стаей, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей